идеи народного суверенитета и представительства Якутии уходят вглубь истории как неотъемлемой части развития России. Устав об управлении инородцев Сибири составлял основу деятельности депутатов Степной Думы, первого органа власти, который функционировал не только как институт самоуправления якутов, но также как институт согласования их интересов, поиска компромиссных решений, установления партнерских отношений с центральной властью. Развернувшаяся после февральской революции работа выборных органов местного самоуправления под председательством Василия Никифорова значительно обогатила исторический опыт самоорганизации якутского общества. В становлении государственности народов Якутии решающее значение имела Октябрьская революция 1917 года. Результатом явилось образование на территории бывшей Российской империи союзных и автономных республик и областей. Признание центральной властью законности требований о государственности и образовании Якутской автономной республики в составе РСФСР стали определяющими событиями в исторической судьбе народов, заложившие правовую основу для создания институтов новой государственности Якутии, Конституции и конституционных органов исполнительной и представительной власти. Осознавая историческую связь времен и событий, мы отдаем дань памяти и уважения основателям государственности республики. Важнейшие вехи в парламентской истории Якутии связаны с деятельностью Всеякутского съезда Советов с 1922 по 1937 год, который закрепил образование Якутской АССР и положил начало деятельности представительных органов власти. На первом съезде был избран Центральный исполнительный комитет Якутской АССР, первый высший орган законодательной власти в республике. Съезд Советов придал политико-правовую легитимность функционированию Якутской автономной республики, обладающей своей территорией, республиканской конституцией и законодательством. В соответствии с Конституцией вместо Всеякутского съезда Советов был образован Верховный Совет Якутской АССР. За исторически сжатое время с 1938 по 1993 год идея народного суверенитета и общенародного представительства превратилась в действующий политический институт советского общества. Значительное влияние в части наделения Верховного Совета законодательными полномочиями оказали подписание Декларации о государственном суверенитете Якутской Саха-ССР, принятие Конституции, основного закона Республики Саха-Якутия и заключение Федеративного договора. Правовую основу формирования парламента республики составили указы первого президента Якутии Михаила Николаева о законодательном собрании Республики Саха-Якутия. В этих актах была выстроена структура и обозначены контуры будущего парламента. Согласно положению о парламенте, законодательное собрание Илтумен предусматривало наличие двух палат. Палата представителей состояла из 21 депутата, который избирался по единой норме представительства. Палата республики состояла из 35 депутатов, избираемых по одному депутату от каждого административного района и города Якутска. Так, в постперестроечный период были заложены основы современного парламентаризма, многопартийности, конституционной защиты прав личности. Новая Якутия взяла в собственные руки свою судьбу. Базовый закон о Государственном собрании Илтумен Республики Саха-Якутия закрепил статус парламента как высшего представительного, законодательного и контрольного органа, а также установил полномочия и порядок деятельности Палаты Республики и Палаты представителей.
Первые конституционные законы о местных органах государственной власти и о правительстве Республики Саха, регулирующие деятельность республиканских и местных органов государственной власти, легли в основу процесса формирования регионального законодательства. Переход к новому типу государства в 90-е годы сопровождался обострением социально-экономического кризиса по всей стране. Экономическое реформирование проводилось без должного учета особенностей субъектов, их географического расположения, климата, развития транспортных сетей и коммуникаций. В такой сложной обстановке начались выборы народных депутатов Ил-Тумен второго созыва. На основе Конституции Якутии была установлена равная норма представительства в Верхней и Нижней палатах – по 35 народных депутатов. Принятый вторым созывом закон о государственной поддержке судоходства сыграл решающую роль в бесперебойном обеспечении перевозок грузов для арктических и северных улусов. А закон о регулировании оплаты труда стал предпосылкой для создания правовой базы функционирования коллективно-договорных отношений. Разработка и принятие базовых законов о табунном коневодстве, о рыболовстве, рыбном хозяйстве и охране водных биоресурсов, об охране и использовании генофонда якутского скота, о производстве кумыса позволили стабилизировать численность поголовья домашних животных и тем самым предотвратить упадок традиционных отраслей сельского хозяйства. В 2002 году в соответствии с конституционной реформой республиканский парламент с третьего созыва был преобразован в однопалатный. Новый курс на формирование устойчивой многопартийной системы связывался с реализацией федерального закона о политических партиях. Было исключено выдвижение кандидатов избирателями и легализовано право их выдвижения только от партии и самовыдвижения. В условиях административной реформы и укрепления вертикали исполнительной власти в России многократно возросла значимость и роль Государственного собрания Ил-Тумен. Важнейшей задачей стало налаживание системы взаимоотношений с федеральным уровнем власти, с тем, чтобы все интересы и потребности населения республики были учтены, исходя из национальных интересов страны. Четвертый созыв работал в период мирового экономического и финансового кризиса, когда произошло резкое падение цен на экспортное сырье, спад промышленного производства, массовое сокращение рабочих мест. Впервые выборы в Ил-Тумен состоялись по пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Половина состава народных депутатов была избрана в одномандатных округах, а другая половина по партийным спискам. Приоритетным направлением деятельности стало приведение республиканских законов в соответствие с федеральным законодательством. Впервые республика защитила свой план комплексного развития на последующие годы. Создаются условия для подъема сельского хозяйства, сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, защиты культуры, языков всего многонационального народа Якутии. Установленное федеральным законодательством разграничение полномочий между уровнями власти вызвало в период с 2003 по 2009 годы необходимость принятия большого числа законов Республики Саха по наделению органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Пятый созыв работал в сложных геополитических условиях, вызванных санкциями западных стран в связи с присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины. Были приняты ряд важнейших мер в сфере экономики и финансов, такие как учреждение Фонда развития промышленности для предоставления льготных кредитов, кампания по замещению импортной продукции отечественной, ужесточение требований к юрисдикции бизнеса и трансграничных потоков. Парламент уделил внимание вопросам модернизации экономики, развитию инновационных отраслей, сельского хозяйства, социальной сферы,
приняв республиканские законы о промышленной политике, об ответственном недропользовании на территории, о развитии сельского хозяйства, об общественном экологическом контроле, об ответственном родительстве, о комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения, закон об образовании и другие. Шестой созыв работал в условиях коронавирусной пандемии, проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. В связи с этим принятие мер по поддержанию стабильного социально-экономического развития Республики Саха было первостепенной задачей парламента. Принято значительное количество законов в сфере государственного управления и конституционных основ законодательства Якутии, направленных на создание законодательной основы структурных преобразований в экономике республики, кардинальное повышение транспортной доступности, обеспечение качественным жильем, новое качество образования и здравоохранения, доступный рынок труда, стимулирование предпринимательской инициативы. Сегодня Государственное собрание Ил-Тумен Республики Саха, Якутия, занимает ключевое положение в механизме государственной власти, осуществляя правовое регулирование экономической, политической, социальной жизни, активно участвует в федеральном законодательном процессе. Успехи нашей республики в социально-экономическом развитии неразрывно связаны с деятельностью Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха, Якутия.